В нашем городе многие работники сферы образования параллельно с работой занимаются творческой и спортивной деятельностью. В числе таких людей учитель физкультуры Сибайской гимназии-интернат Хурмат Тагиров. Если в первой половине дня он преподает уроки, то во второй ежедневно по будням вместе с учениками проводит занятия по стрельбе из лука и национальной борьбе куреш. На счету воспитанников Хурмата Зубаировича немало титулов и наград как регионального, так и всероссийского значения. Один из его подопечных, Шайнур Баймурзин, стал чемпионом Башкирии, затем России по национальной борьбе куреш. Кроме этого, Шайнур увлекается и стрельбой из лука. На прошлой неделе в Уфе он участвовал в республиканском конкурсе по данному виду спорта. Несмотря на то, что среди участников было преобладающее количество опытных спортсменов, Шайнур вошел в десятку лучших лучников. Сперва участвовал в Башкортостане. Соревнование проводилось в Кармаскаланском районе. Там занял первое место. Следующий этап всероссийский состоялся в городе Казань. Там я занял первое место. Мой тренер Хурмат Зубаирович обучал меня всяким хитростям, технике. До начала 19 века лук и стрелы считались наиболее распространенным снаряжением башкирского охотника. Они были двух типов. Простые изготавливались из березы или вяза, а сложные делались из двух половин березы или сосны, оклеенных снаружи берестой. Тетивой служили нити из конопли или из сухожилий животных. Башкирский лук был небольшой, до 1,5 метра в длину и не сильно выгнутый. Охотничьи стрелы были различных типов. Классифицировались они по наконечникам, распространены были как и широкие, так и узкие. Все зависело от того, на какой тип зверя предназначались. Как и стрельба из лука, куреш является традиционным видом борьбы всех тюркских народов. У башкир она представляет собой борьбу на полотенцах, закидываемых на пояс противника, и является важным элементом национального праздника Сабантуй и других этнических мероприятий. Куреш – самостоятельный вид спорта и отличный способ физической подготовки. Главным призом спаррингов по традиции является связанный баран. Хурмат Тагиров национальной борьбой увлекается уже более 20 лет и всегда участвует в различных мероприятиях, сабантуях и практически никогда не остается без призов. Будучи ребенком, Хурмат Зубаирович увлекался стрельбой из лука. И сегодня, чтобы оттачивать свое мастерство, он часто выезжает на природу, где при помощи мишени и лука улучшает меткость и силу. Летом этого года в Гафурийском районе возле горы Уклыкая впервые проводился турнир «Меткий лучник». Узнав, что в республике пройдет фестиваль по стрельбе из традиционного лука, Хурмат Тагиров начал тщательно готовиться. Собственноручно изготовил лук, стрелы, колчан и налучья. Благодаря систематическим занятиям Хурмат Зубаирович показал хорошие результаты. В этом турнире нашему земляку пришлось соревноваться с сильнейшими стрелками из Омска, Уфы, Учалов, Абзелиловского, Бурзянского, Кармаскалинского, Чешминского и других районов республики, а также меткими лучниками из-за рубежа – Литвы, Польши и Китая. В этом фестивале Хурмат Тагиров был удостоен почетного 2-го места. В школьные и студенческие годы активно занимался спортом, входил в состав команды сборной команды Республики Башкортостан по национальной борьбе куреш. Выиграл чемпионат Урала, Россию. В гимназии интерната работаю с 2006 года. Заниматься стрельбой из лука может каждый. Как и любой вид спорта, он положительно влияет на здоровье. Ведь прицеливаясь, нужно держать прямую осанку, а фокусируя взгляд то на мишени, то на стреле, тренировать зрение. Однако пока этот вид спорта в Башкортостане недостаточно развит. В республике существует всего 3 типовые спортивные школы – в Уфе, Мелеузе и Бирске. Для Башкортостана стрельба из традиционного лука пока в диковинку, а ведь башкирские лучники славились своей меткостью, в бою они представляли серьезную опасность. Хурмат Тагиров надеется, что когда-нибудь и в нашем городе будут проводиться масштабные занятия по стрельбе из лука и борьбе куреш. Он, в свою очередь, обучил бы всех, рассказал бы о тонкостях и хитростях этих видов спорта и поделился бы своим большим опытом. Данил Алибаев, Радмир Исянголов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.